أما بعد اللهم اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Аллах Субхану ва Тааля восхваляет тех, которые просят прощения. Аллах Субхану ва Тааля восхваляет в Коране тех, кто просит прощения, и описывает, кто они, какие они. Не просто Аллах Субхану ва Тааля сказал, что те, которые просят прощения, Он их описал. И это сурат Имран, 16 аят, когда Он упоминает «Валь мустафирина биль асхаб», то есть и просящие прощения перед рассветом. И здесь Аллах Субхану ва Тааля указывает на то, когда лучше всего просить прощения. То есть перед рассветом, время сухура. То есть тогда, когда Аллах Субхану ва Тааля готов принять покаяние своего раба. Аллах Субхану ва Тааля готов принять покаяние своего раба последней третьей ночи. И для этого Он спускается с 7-го неба на 1-е небо и ожидает, кто же еще от меня что попросит, кто же еще сделает дуа, что-то ему надо, и кто же попросит прощения, чтобы я его простил. И Аллах Субхану ва Тааля еще раз нам на это указывает, и значит, в этом есть очень крайне важная информация для раба, то есть биль асхаб. И рабу, который хочет заслужить прощение Аллаха Субхану ва Тааля, довольство Аллаха Субхану ва Тааля, нужно стремиться приучить себя, пусть даже не каждый день, для начала уделять время покаянию именно в это время. Уделить какое-то время, 15 минут, полчаса, час, треть последнюю ночи, чтобы сесть и только этим заниматься. И Аллах Субхану ва Тааля указывает еще в предыдущих аятах, так скажем, контекст этого, что вокруг должно быть и какими они должны быть. Давайте разберем сегодня эти качества и этот контекст. Всевышний в Коране говорит, за 2 аята до этого, «Зуина линнаси хуббу шахва». Приукрашена для людей любовь к удовольствию. То есть Аллах Субхану ва Тааля сделал природу человека таким, что он любит удовольствие. И еще они приукрашены. То есть человек еще больше стремится к достижению этих удовольствий. И мы это видим в нашей жизни, и мы являемся участниками этого процесса, когда мы стремимся получать эти удовольствия. Посвящаем большую часть своей жизни тому, чтобы иметь возможность удовлетворять эти удовольствия. И Аллах Субхану ва Тааля, нам упоминая это, указывает на то, что это не является пороком для человека, что человек любит удовольствие. Потому что Всевышний приукрасил это. Он указывает, что ваша природа, ваша фитра такая, что вы любите эти удовольствия. И тот человек, который будет бороться со своим желанием подавить это удовольствие, он ничего не достигнет. Потому что он выступает против природы человека. На что же нам делать? А нужно приводить в порядок эту потребность получать удовольствие. То есть Аллах Субхану ва Тааля нам дал эту природу, желание получать удовольствие, и указал путь. Аллах Субхану ва Тааля дальше объясняет, из чего состоят эти удовольствия. Указывает основные группы сферы жизни человека, где он получает эти удовольствия, и Всевышний говорит: وَمِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينِ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. Доставляемыми женщинами, сыновьями, накопленными богатствами, золота, серебра, прекрасными конями, скотиной и нивами. То есть Аллах Субхану ва Тааля указал основные виды богатства, из которых человек получает удовольствие. И в первую очередь стоит это ниса, женщина. И это, так скажем, семейные отношения.
это то, в чем по-настоящему человек может находить радость, удовлетворение этой жизни, это в браке, в семейных отношениях. Но Аллах Субхану ва Тааля здесь не говорит с супругами, а говорит с женщиной. И в большей степени это, так скажем, это удовольствие для мужчин. И упоминается, опять же, не супругами, а женщинами, потому что Аллах Субхану ва Тааля выше сказал: «Зуина линнас», приукрашено для людей. То есть люди, которые это получают в халяле, и люди, которые это получают в хараме. Аллах Субхану ва Тааля указывает, что для всех это приукрашено. Для всех приукрашено, все в этом находятся. И нет, никто не является исключением. Единственное, что верующие богобоязненные люди это ищут в дозволенном в халяле. Дальше идет бани. То есть сыновья, если дословный перевод, но можно употребить потомство, куда будут и дочери входить, и сыновья, и внуки, и правнуки. Действительно, человек, когда видит свое потомство, особенно если она здоровая, счастливая, богобоязненная, а это для верующих, он ощущает радость, счастье. Для него это является великим благом, счастьем, и даже порой, так скажем, это, если человек осознает, является большим счастьем, чем даже материальные блага. Сколько людей в нашей жизни, примеров, вокруг меня, вокруг вас, возможно, у которых есть материальные, есть деньги, есть дома, машины, но их дети, как говорится, желают оставлять лучшее. То есть у них проблемы в поведении, проблемы в религиозности, проблемы в обучении и так далее, проблемы в отношении к родителям. И эти люди несчастны. Хотя у них есть все материальное благо, они обеспечены, их уважают, почитают, их слушают, но одна проблема с детьми. И если даже их состояние детей приемлемо, то, возможно, они имеют проблемы со здоровьем. Человек, который может не иметь этого богатства, но иметь здоровых, счастливых, богобоязненных, воспитанных детей, для него ценность остального материального мира может уже не иметь такого значения, если, конечно, он это понимает. С возрастом это понимание приходит больше. Поэтому это является одним из больших удовольствий для человека иметь здоровое, счастливое потомство. И человек старается, чтобы это было. Хотя нередко это старание является неправильным. И даже это старание становится причиной того, что Аллах Субхану ва Тааля наказывает своего раба через его детей. То есть если человек чему-то больше уделяет внимание, что-то любит больше, чем Аллах Субхану ва Тааля, в конце концов Аллах Субхану ва Тааля будет наказывать этого человека этим. Скажем, человек ушел в удовлетворение своих потребностей в мирское. Он начал зарабатывать, стремиться работать много. Он стал богатым, посвятил себя зарабатыванию денег, и Аллах Субхану ва Тааля в этих деньгах ему делает проблемы. Или он становится банкротом по причине этого бизнеса и страдает от этого. Или ему приходят в дом, так скажем, наркотики, какие-то другие вредные привычки, и к нему или к его близким, и он начинает от этого страдать и мучиться. Поэтому в нашей жизни, к сожалению, вот это выставление приоритетов не основано на знании, и многие родители начинают дать счастливое детство ребенку в виде обеспечить его материально. С утра до вечера работать, зарабатывать, приносить одежду, еду, а ребенок не видит родителя. А ребенку этого не надо, он не просил. Ребенку нужно безусловное принятие, любовь, чтобы папа и мама были рядом, чтобы они с ним играли, чтобы они с ним разговаривали, чтобы они помогали ему взрослеть и осваивать эту жизнь. К сожалению, вот это многие не понимают, оставляют, и потом начинает Аллах Субхану ва Тааля за оставление тех обязательств, которые должны были выполнить по отношению к детям, наказывать этими же детьми их. Поэтому всем, кто слышит, и всем, кто услышит,
обратите на то, какие у вас дети, как вы с ними строите отношения, и не окажется ли вот то отношение, которое у вас есть с детьми, причиной того, что они будут причиной ваших страданий, когда они уже вырастут. К сожалению, это не только неверующих, не выполняющих это, к сожалению, и верующих тоже. Будучи, так скажем, психологом, обращаются и даже верующие люди, дети, которые выросли в исламе, и у них проблемы с ними. Почему? Потому что то право, которое имел ребенок, тот хак, который имел ребенок, они не дали своим детям. Не потому, что они такие плохие, потому что просто они не знали. Поэтому ищите знания, правильные знания, религии, отношений и так далее. Следующее, что является, так скажем, причиной удовольствия человека, это накопленные богатства золота и серебра. То есть огромное количество золота и серебра. Человек стремится получить эти богатства. Как я уже упоминал, он может посвящать свою жизнь с утра до вечера, а может и даже сутками пропадать, а может куда-то ехать, уезжать. Для чего? Для того, чтобы заработать богатство. Золото и серебро являются, так скажем, олицетворение мирских удовольствий. Золото и серебро само по себе, оно ни до какого удовольствия человеку не дает. Его нельзя съесть, на нем невозможно спать, но благодаря золоту и серебра можно приобрести практически все радости жизни. Поэтому человек посвящает свою жизнь для того, чтобы получить больше, больше и больше. Забывая при этом, что Аллах Субхану ва Тааля уже предопределил этот рызк, который он должен получить с рождения до смерти за 50 тысяч лет, как мы это уже упоминали. И это пришло предопределение этого рызка, сколько он съест, оденет, проживет, проездит, когда он был в утробе матери. Когда ангел приносит 4 вести, одна из которых, сколько он получит в этой жизни мирских благ. И это вплоть даже, сколько молекул кислорода мы будем дышать в этой жизни. И как только мы последний вдох сделали, который нам предопределен был за 50 тысяч лет, и пришло это предписание, когда мы были в утробе матери 4 месяца, человек, все уже. После этого он не может жить, придет к нему смерть. Болеет он, не болеет, здоровый, нездоровый, все, его время, отчет закончился. Следующее, что упоминает Аллах Субхану ва Тааля, это прекрасные кони. То есть то, на чем человек передвигается. На сегодняшний день коней мало используют, но используют замену им автомобилей. И сколько мы видим людей, которые стремятся купить престижную, дорогую, комфортную машину для того, чтобы получать от этого удовольствие, а может быть для того, чтобы просто похвастаться перед другими. Смотрите, какой я богатый. И это, конечно, очень, так скажем, комично. Он ничего особого не получает от этого. Он получает восхищение людей. То есть то, что он не может себя оценить, а оценяет только через мнение других. И это, как говорим мы, психологи, незрелая личность. Зрелая личность, она знает свою ценность, и ей не нужно кичиться чем-либо из мирского. Пусть это будут машины, пусть это будут дома, пусть это будут жены, дети, пусть это будут знания какие-то, степени, достоинства. Для зрелого человека, взрослого человека это не нужно. Он знает самому себе цену. И нужно приглядываться. Если у нас есть желание, стремление похвастаться чем-то, то значит это про то, что мы еще не совсем зрелы. Поэтому в шариате приходит порицание этого, так как такая личность не может быть зрелой, полноценной, счастливой и созидающей, потому что он будет занят удовлетворением вот этого внутреннего ребенка, его потребности,
его ублажания. Поэтому это одно для нас еще замечание, как становиться лучше, чтобы наблюдать за собой. Дальше Аллах Субхану ва Тааля перечисляет скотиной и нивами. То есть скотина, то, что нам и нивы приносят, становится продуктами питания для удовлетворения наших потребностей еды и также получения удовольствия. Одно из больших удовольствий для человека – это еда. И в наш современный мир, когда Аллах Субхану ва Тааля нам открыл возможность иметь еду качественную, легко, быстро и дешево, человек погружается в чревоугодничестве, погружается в нахождение более изысканных продуктов питания и блюд из них. Но надо помнить, что Аллах Субхану ва Тааля спросит о них. И однажды, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям пригласил один из подвижников в сад свой и угостил финиками старыми, то есть прошлогодними, сухими и свежими, которые вот только-только созрели, дал холодную воду из родника, который был. И когда пророк саллаллаху алейхи вассалям это вкусил, он сказал, что действительно, поистине, Аллах в судный день нас спросит за это. За то, что мы были, вот ели, откуда мы взяли, как мы ели, и не было ли в этом чрезмерности. Поэтому смотрим, наблюдаем за собой, что мы, когда ставим еду на стол, готовим на кухне, не делаем ли мы исраф, не делаем ли мы зулем своему телу, потому что на сегодняшний день столько еды, которая очень вредна, которая приносит зулем, да, она вкусна, она, так скажем, дает много удовольствия, но потом человек, страдая от лечения, употребления лекарств, мучений, может за это отвечать уже в этой жизни, вот этой чрезмерности. И даже та еда, которая хорошая, смотреть, нужно есть столько, сколько надо. Как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что потомок Адама должен есть настолько, чтобы он мог ходить, чтобы его хребет держался. Но если уж никак, так скажем, пришли в гости очень вкусно, то 1/3 еда, 1/3 вода и 1/3 дыхание. Не то, что там, как же мне поймать воздух, потому что уже вдохнуть не могу. Поэтому мы смотрим на все это. Аллах Субхану ва Тааля нам указал, что в этом есть для нас удовольствие, что в этом есть для нас опасность, и мы должны на это уделять внимание. И дальше Всевышний указывает на то, что, или подтверждает, что вот это является действительно богатством этой жизни. И Всевышний в Коране говорит: «Далика мата'уль хаяти дунья, валлаху индаху хусну ма'аб». Таково приходящее удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть лучшее место возвращения. То есть что? Да, это мирская жизнь, это удовольствие, оно приходящее, но у Аллаха Субхану ва Тааля лучшее место возвращения. И здесь возвращение будет, и нам указано на то, что то место, куда вернется человек и останется. А то место, которое мы здесь, оно временно. Оно временно, и если мы не осознаем этого, что здесь мы временно, короткий отрезок времени, а там вечно, и оно лучше, чем это, то для нас должно сразу сработать весы в сторону приоритета будущей жизни. Потому что в будущей жизни, даже если в Коране или в Сунне приходит название чего-либо, пусть это будет одежда, питание, оно условное. Оно ничего не имеет общего с названием, реальностью этой жизни. То есть, скажем, если взять плод в этой жизни яблоко, оно может быть кислым, оно может быть уже мягким, оно может быть уже сгнившим, а там оно не будет, оно будет и приобретать постоянное это качество прекрасное. И если мы этот плод вкушаем, каждый день начинаем есть яблоко, очень хорошего качества. Сегодня поели вкусно, завтра поели вкусно. Пусть завтра что-то вот надо, наверное, еще апельсин, а может быть и бананы. То есть
в этом мире, что Аллах сделал так, что чем больше мы к этому прикасаемся, тем меньше чувствительны к этому. То есть чувствительность ладони намного ниже, чем чувствительность обратной стороны ладони. Почему? Потому что Аллах сделал, что мы, когда контактируем, она становится плотной, мозолистой, и нервные окончания мало выделяются. Или не так, как здесь. Поэтому теряется чувствительность. Также и рецепторы, которые вкушают, дают нам понимать чувства во рту от еды. Поэтому говорят врачи, что чем с возрастом человек старается больше положить сахара в чай слаще, больше соли в еду, потому что рецепторы теряют чувствительность, а человек хочет вкушать то, что вкушал. И это касательно всего. То есть все радости мирской жизни, они ограничиваются. Даже вкусную еду я поел какое-то количество, живот переполнился, дальше уже не могу, пусть даже она останется на столе. И дальше мне может быть еще хуже, может быть отравление и так далее, проблемы с пищеварением. В будущей жизни такого нету. Как приходит в Коране, обитатели рая вкусят плод, а потом второй раз вкушая, скажут, это то, что мы только что вкусили? Тоже скажем, яблоко, вот откусил с этой стороны, потом откусил с второй, оно вкуснее, с третьей, еще вкуснее. То есть радости будущей жизни, они все время увеличиваются, для того, чтобы вот этого не было приедания, как в этой жизни, привыкания, как в этой жизни. И это касается красоты, которую мы будем видеть, иншаллах. Это касается и отношений, которые будут у нас близкими. Это касается близости с супругой или супругом. Оно будет очень качественным, длительным и с каждым разом все лучше и лучше. И если это мы попытаемся представить, нам это будет сложно представить, потому что в нашей жизни такого нету. Но если попытаться хотя бы головой прикинуть, то, наверное, можно будет сойти с ума, если это мы сможем осознать, насколько это прекрасно там, насколько это больше, и это, представляете, бесконечно, вечно будет. Поэтому это нас должно мотивировать к тому, чтобы задуматься, а не нужно ли быстрее начать приводить эту жизнь в те рамки, в которых мы должны жить, как указал на это Аллах и его посланник, чтобы оказаться из тех, которые удостоились этой радости будущей жизни. И дальше Всевышний обращается к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит, скажи им, «Куль, аунаббиукум бихайрин мин далик». А не указать ли вам на то, что есть лучшее того, что в этой мирской жизни радости? То есть скажи, рассказать ли вам о том, что это лучше этого? Про то, как я сейчас рассказывал, что там есть оно. И Аллах много описывает в Коране описание рая, состояние обитателя рая и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в сунне. Дальше Всевышний продолжает рассказывать, для кого это лучшее место пребывания. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. То есть Всевышний сначала указывает для кого? Для тех, кто богобоязен. У Господа есть райские сады, в которых текут реки, в которых они пребудут вечно. То есть тот, кто будет проявлять богобоязненность, Аллах Субхану ва Тааля приготовил райские сады, где есть все для их жизни, где там текут реки, а река, скажем, это символ жизни, причина жизни. И раньше строили города, как правило, на берегу реки, чтобы была вода. Если вода есть, то жить можно. И также в раю. Там есть и реки. И качество этих рек, прекрасность, чистота, она совершенна. И реки есть различные. И из вина, из меда, из воды. То есть настолько это благо прекрасно наполнено, что это обилие течет реками. И не имеют они вкус кислости или горечи.
Если у нас, скажем, оставить на день молоко, оно скиснет. А там целая река течет, и она не киснет. Дальше Аллах Субхану ва Тааля перечисляет те радости, которые есть там. И это получается сравнение того, что упомянул выше с радостями этой жизни. «Уазваджу мутаххара, варидвану миналлах». И Аллах говорит, супруги очищенные супруги и довольство Аллаха Субхану ва Тааля. То есть там будут те прекрасные отношения, которые человек стремится получить здесь. Будут жены прекрасные, они будут великолепны, они будут неописуемой красоты. У них не будут месячные, у них не будет послеродовых течений. Они не будут болеть, они будут всегда радостны и счастливы, они не будут уставшие. Их одежда будет великолепно прекрасна, их запах будет великолепный и прекрасный. Того запаха, которого нет. И даже пот обитателей рая имеет запах благовоний. И довольство Аллаха Субхану ва Тааля. И самое главное, довольство Аллаха Субхану ва Тааля, если Аллах будет доволен нами, то, иншаллах, все эти радости будут для нас. И нам будет то, что мы пожелаем, и даже то, чего мы не могли бы представить и пожелать. То есть Аллах Субхану ва Тааля одарит нам тем, о чем мы даже не можем представить и попросить у Аллаха Субхану ва Тааля. Что же говорить про обитателей рая, когда даже тот человек, который вышел из Джаханнама, и он является последним человеком, который войдет в рай. И ему нужно было просто выйти, и он когда вышел, и остановился под деревом, Аллах ему вернул его облик, его тело, мясо, кожу, и он радостный, счастливый, что избавился от этого рая, благодарный Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах ему еще показывает дерево. Он говорит: о Аллах, я ничего не попрошу, только бы еще вот там. И он дальше так доходит от одного дерева к другому, приходит в рай, и Аллах ему говорит, предлагает зайти в рай. Он говорит: ну как я зайду, там уже все места заняты. Он говорит: ну хочешь, я тебе дам компенсацию. И Аллах в конце концов ему предлагает дать то, что он, попросить то, что он пожелает, и когда он это все попросит, Аллах ему скажет: а хочешь ли ты, я дам тебе в 10 раз больше, чем во всех радостях мира, а потом еще в 5 раз больше, то есть 50 раз больше. Это человек, который является последним, кто заходит в рай. Что же говорить про всех остальных? И дальше Всевышний говорит: Аллах басиру биль ибад, то есть Аллах, видящий своих рабов. Аллах видит своих рабов, так как они стараются, они трудятся, они получают знания, применяют их, избегают запретного, совершают приказы. То есть Аллах видит, и рабам не нужно, так скажем, стараться показать себя. Рабу нужно просто стараться совершать приказ Аллаха Субхану ва Тааля и делать то, что он должен делать. Дальше Всевышний говорит: «Алладина якулуна раббана иннана аманна фахфир лана зунубана ва кина азабан нар». Которые говорят: Господь наш, воистину мы уверовали, прости же нам наши грехи, защити нас от мучений в огне. То есть эти люди, которые были богобоязненны, они что еще просят прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. Они говорят, что мы уверовали, прости же нам грехи. То есть уверовали, значит, следовали приказу Аллаха Субхану ва Тааля. И просят прощения, и просят защиты от огня, мучительного огня. То есть Аллах Субхану ва Тааля описывает нам тех, которые были праведными, богобоязненными, но при этом просят прощения. И дальше еще Аллах Субхану ва Тааля упоминает другие качества, говоря про них: ас-сабирина, ас-садикина, канитина, валь-мунфакин. Они терпеливы, правдивы, смиренные, делают пожертвования. То есть их богобоязненность толкает что? Они терпят. Терпят
те испытания, которые Аллах им посылает, терпят те приказы, которые дает Аллах Субхану ва Тааля. А не нужно ли терпение для выполнения приказа? Да, нужно. Чтобы встать рано утром на утренний намаз, или встать, как теперь в Рамазан, на сухур, а потом в течение дня терпеть жажду, терпеть голод, терпеть какие-то ограничения, какие-то испытания, болезни. Они это терпят хорошим терпением. А некоторые терпят и на большие испытания. Как мы уже упоминали вчера, к ним Аллах дает мир, им дает Аллах радость этой жизни, дает богатство, здоровье, счастье, детей. А для этого нужно еще большее терпение, чем которые испытания приходят в виде ограничений. Потому что человек начинает забывать Аллаха, когда у него открывается. Но есть люди, рабы Аллаха Субхану ва Тааля, которым чем больше Аллах открывает, тем они становятся более богобоязненными, правдивыми. То есть они правдивы в своих деяниях, в своих поклонениях. Их наружность и внутренность, оно одинаково. К сожалению, немало мы видим примеров, и может быть и сами в какой-то части такие, когда мы стараемся себя приукрасить, показывать более богобоязненными, значимыми, знающими, но внутри остается желать лучшего. Не совсем хороший нрав. Когда уединяемся с собой, мы можем нарушать границы Аллаха Субхану ва Тааля, или когда мы с близкими нарушаем границы Аллаха Субхану ва Тааля. То есть быть правдивыми, стараться быть правдивыми, быть внутри лучше, чем даже снаружи. И это будет правдивость в том, что мы поклоняемся ради Аллаха Субхану ва Тааля. Правдивость в том дуа, который мы просим. Часто мы просим дуа на языке, но нет этого в сердце. И можно сказать, это неправдивая дуа. Да, мы хотим бы вроде бы это, но сердце еще не откликается. А нужно работать, чтобы оно попадало в сердце. И Аллах Субхану ва Тааля это заканчивает тем, что говорит «Валь мустафирина биль асхаб». То есть последние качества этих рабов, которые удостоились тех радостей жизни, которые мы упоминали, которые в предрассветное время, время сухура, просит прощения у Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, чтобы надеяться обрести качества, про которые мы говорили, а потом через них награду Аллах Субхану ва Тааля, уделяет надо время покаянию, и это время уделять в время сухура. То есть если Аллах Субхану ва Тааля после того, как перечислил все эти качества, все эти радости, все это указывает на качество или за качество просящих прощения с указанием времени. Значит, это очень важное время, действительно, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает это покаяние. Пусть Аллах Субхану ва Тааля нам откроет наши сердца, услышать это, последовать этому и начать стараться приучать себя здесь и сейчас. У нас, альхамдулилля, месяц Рамадан. Практически, наверное, все, кто постится, встает каждый день на сухур, чуть-чуть добавить больше времени и постараться в это время делать истигфар. Это касается каждого из нас. И в первую очередь меня самому. Это наставление только вам и мне самому. Пусть Аллах Субхану ва Тааля откроет нам это великое благо оказаться среди тех, которые просят прощения во время сухура. И если у нас будет искреннее желание, намерение и стремление, возможно, Аллах Субхану ва Тааля откроет нам это благо, и после Рамадана мы, пусть даже не каждый день, а какое-то время начнем уделять это время для того, чтобы просить прощения, делать истигфар. Аллах, просим у Тебя эту милость, сделай нас из тех, которые просят прощения и прощения во время сухура. Прими наши покаяния, прими наши дуа, прими наши посты, прими нашу умру, прими наши все праведные, малые и большие, если есть они, деяния. Прости наши все грехи и сделай из тех рабов, которые будут богобоязненны и которыми Ты будешь доволен, которых ведешь в рай без расчета и наказания,
и которые удостоятся этих райских благов. Инша Аллах, с пророком, саллаху алейхи вассалям, быть в раю. Инша Аллах, чтобы были наши потомки с нами, наши дети, наши внуки, правнуки, и до судного дня, кто будет на твоей религии, инша Аллах, будут делать нам дуа. Субхану алейхим, шаду ля иляха илля, астагфируллах ва атубу илейх. Баракаллаху.